Народ Нергюй, здравствуйте! Я приветствую вас на очередном выпуске «Эхо Якутии». Мы давненько не виделись, но сегодня очень интересная тема. Сегодня мы накануне очередной годовщины образования якутской автономии, Дня Республики Саха-Якутия, поговорим о нашем выдающемся отце-основателе, председатель Губревкома и Совнаркома Якутии, председатель Центрального исполнительного комитета Якутской ССР, нарком просвещения и образования, здравоохранения, прекрасный оратор, собеседник и пропагандист, поэт, философ и филолог, драматург и переводчик, конец основоположник якутской советской литературы. Все это Платон Алексеевич Аюнский. Итак, Платон Алексеевич родился 11 ноября 1893 года в третьем Жихсагонском наследии Батурусского улуса, это ныне Татинский улус. Его отец Хочогур Алексей Петрович Слепцов и матушка Евдокия Ивановна Унарова были вот самой что ни на есть обычной крестьянской семьей, но, кстати сказать, довольно многодетной. Платон был четвертым ребенком из 10 детей. Надо сказать, что трое первых детей, все это братья Платона Алексеевича, они были от первого брака Хочогура, отца Платона Алексеевича. Матушка Платона родила потом еще 6. Дед Платон тоже, его никак нельзя обойти мимо. Это тоже удивительный человек. Его звали Элебе Бетер. Вот он прожил до глубокой старости, до 104 лет. И на самом деле в те времена дожить до до такого почтенного возраста, это дорогого стоит. Но капелька дегтя, скажем так, да, умер он уже, будучи глубокой деменцией. Несмотря на то, что род Слепцовых был княжеских кровей, родоначальник их рода Керякян князь, его так звали, нельзя сказать, что семья жила в достатке. Жили, откровенно скажем, вообще впроголодь, в нищете. Отец Хочогур, кстати сказать, умрет очень трагически и скоропостижно. Он сорвется с чердака амбара, когда полезет туда за снопом пшеницы, и, чтобы ее потом обмолоть, да. Вот после этого трагического события положение семьи, материальное положение семьи становится еще хуже. Все дети, несмотря на это, были не обделены вниманием матери. Вообще, надо сказать, что у Платона Алексеевича была такая особенная связь с матерью, Евдокией Ивановной. Вот любовь к героическому эпосу, национальным преданием и вместе с ним чувством сострадания и справедливости он перенял именно от нее. Вообще, достоверно известно, что в ее роду были шаманы, и именно поэтому позже, в 1920 году, Платон Алексеевич возьмет новую фамилию Аюнский. Аюн – это перевод с якутского шаман. Вообще, вот знание фольклора позволило ему, 10-летнему мальчишке, что называется, гастролировать, да, по соседним аласам и рассказывать о ланхо зажиточным якутам. И те, разумеется, его довольно щедро одаряли. В 1906 году недалеко от юрты Слепцовых открывается школа. Я там был, на родовом гнезде, буквально там 400, наверное, метров от юрты Слепцовых эта школа находилась. И Платон Алексеевич, конечно же, идет туда. Первыми его учителями, ему на тот момент 13 лет, становится Сергей Иванович Прокопьев и Матвей Матвеевич Сивцев. Кстати сказать, это родной дядя Дмитрия Коновича Сивцева с Орона Малона, о котором вообще, на самом деле, тоже нужно обязательно снять отдельный выпуск. Мы это обязательно сделаем. Спустя год школа переезжает в село Черкёх. Вообще, Черкёх – это похвастаюсь или просто поинформировать, да, это мое родовое село. Вообще, можно сказать, что Платон Алексеевич мой земляк. Так вот, он спустя год переезжает в Черкёх, учится в этой школе до 1910 года. Стало быть, 4 года он отучился в школе. Далее он поступает в Якутское городское 4-классное училище, в котором происходит, можно сказать, события всей его жизни. Он там знакомится с пламенным Максимом, с легендарным Максимом Кировичем Амосовым. Вообще, с этим человеком он, забегая вперед, скажем, что он пройдет плечом к плечу всю свою жизнь. Там же, конечно же, в этом же училище он знакомится с не менее тоже такой знаковой фигурой для якутской истории, это Николай Неустроев. Вообще, надо сказать, что Платон Алексеевич учится очень хорошо, прилежно. Несмотря на то, что довольно бедно он жил, приходилось голодать, несмотря на это он
очень хорошо учится. Здесь, конечно же, вообще ему отдельную поддержку оказывает его старший брат Никита, это вот брат от первого брака отца, старший брат Никита. Он, кстати сказать, будет подкармливать в том числе и Максима Кировича Амосова. И вообще, забегая вперед, скажу, что Никиту убьют белобандиты. Чуть позднее он возглавит ревком в Амгинском улусе. Ну и вот когда белобандиты будут атаковать Амгу, вот тогда его, собственно говоря, и убьют. Говоря об обучении в Якутске, здесь нужно отметить еще одного человека. Его зовут Илпидифор Михайлович Ягасов. Илпидифор, очень необычное для сегодняшнего времени имя, можно сказать, да, но тем не менее он тоже такая ключевая фигура якутской интеллигенции тех лет. Его с полным правом, конечно же, можно назвать одним из самых бескорыстных просветителей сельского населения. Вот он объездил много улусов, ну и учил простых крестьян грамоте. Это для тех времен очень почетно, можно сказать. Ну и вообще, надо сказать, что он был не посторонним человеком для Платона Алексеевича. Мало того, что он был земляком, его супруга, вот Илпидифора Михайловича, она приходилась родной тетушкой Платона Алексеевича. Так, после окончания четырехклассного училища в 1914 году Платон Алексеевич с Максимом Амосовым сперва поступают на педагогические курсы, а потом в октябре 1915 года поступают в учительскую семинарию. За особые успехи в учебе, ну и по собственной инициативе он пишет письмо ректору семинарии, и ректор отзывается на это письмо, и он становится стипендиатом, он получает целых 15 рублей ежемесячно. И вот с этого момента он, собственно говоря, начинает нормально питаться, одеваться, ну и, соответственно, вести такую полноценную, хорошую жизнь. Во всяком случае, его уже не заботят мысли там, а что я сегодня буду кушать, да. 15 рублей на тот момент это, такие нормальные очень, я бы сказал, огромные деньги. Вот на самом деле, когда он поступает в учительскую семинарию, вот на этом этапе жизни раскрывается его литературный талант. Платон Алексеевич начинает писать небольшие стихотворения, он много читает, много пишет, начинает писать в прозе потихонечку, да, много переводит с русского на якутский язык. Здесь он, конечно же, впервые знакомится с сильными представителями почти всех направлений общественно-политического движения, будь то большевики, меньшевики, эсеры. Есть история, что он в гостях у знатного горожанина по фамилии Губельман знакомится с депутатом Государственной Думы Григорием Ивановичем Петровским, который тогда вот именно при этой встрече сказал о том, что революция очень близко, вам, молодежи, нужно быть готовым к этому событию. Кроме того, конечно же, Платон и Максим посещали кружки Емельяна Ярославского и Серго Орджоникидзе, когда они ездили в Покровск. Напомню, что Орджоникидзе отбывал ссылку у нас в Якутии и был врачевателем в Хангаласском тогда еще. В Западно-Хангаласском тогда, а теперь это просто Хангаласский улус. Семинарию Платон и Максим оканчивают в октябре 1916 года, пока в Петербурге Ленин и Троцкий готовят революцию. В Якутске созывается митинг, в котором принимает участие Максим с Платоном. После пламенных речей в поддержку революции Ярославским просят выступить и молодежь. На самом деле первым должен был выступать Максим. Максим что-то как-то замежевался, выступил не очень хорошо, и тогда ему на смену пришел Платон Алексеевич, и он прям зажег аудиторию. Он просто искусственный оратор, можно сказать, да, он великолепный, как сказать, да, пропагандист того времени, да. Вот это его умение с детства рассказать, подобрать правильные слова. Мы же говорили о том, что он ходил по Аласам и рассказывал Оланхо, и вот эта его черта, она делает его прям великолепным оратором. Он, если его можно было бы сравнить с кем-то, Жириновский. Почему бы и нет? Да, он умел зажечь сердца людей, скажем так. Сам Ярославский потом вспоминал, что это выступление было самым лучшим.
Очень скоро власть в Якутске сменяется. В том числе, конечно же, благодаря ссыльным революционерам, которые на самом деле очень хотели домой. Надоело им здесь в Якутии находиться, им холодно, они мерзнут, и они просто соскучились по своим родным. И вот летом с первыми пароходами они отправляются в долгое путешествие в родные края. А пока в Якутске на площади у дома приказчиков власть была передана от Якутской городской думы, Совету солдатских и рабочих депутатов. Губернаторская власть отошла областному комиссару Петровскому, а также областному комитету ВЧК. Платон и Максим, еще и Сидор Барахов, Степан Васильев, Степан Ржаков, Александр Попов и другие вступают в социал-демократическую партию, в то время как Роман Аросин, Гаврила Ксенофонтов в партию эсеров, а позже они и вовсе войдут в так называемые конфедералисты. Ну, вы эти истории знаете по нашим предыдущим выпусках о Тунгусском восстании или там о битве на урочище Саылсыгы. А Юнский, этому решению был очень рад, буквально писал: «Мой путь – диктатура рабочего класса». Летом 1917 года Платона Алексеевича отправляют в Москву поступать в Московский городской народный университет имени Альфонса Леоновича Шанявского. Был такой генерал-майор русской армии, магнат и меценат, золотопромышленник. Добывал золото и сколотил такое неплохое состояние. Вот это все состояние он завещал на создание нового учебного заведения, чему вообще была не рада его супруга. Надо полагать, да? Так вот, Платон Алексеевич отправляется в Москву летом 1917 года, и в августе, когда он добирается до Томска, он понимает, что ему денег не хватит на дальнейшее путешествие. И перспектива вообще московского обучения была еще на тот момент, сомневался молодой парень. И поэтому он останавливается в Томске, оседает и поступает на исторический факультет Томского учительского института. Собственно говоря, на дворе 17-й год, он встречает Октябрьскую революцию. В марте 1918 года по представлению и рекомендации некого Шамшина он вступает в партию большевиков и становится партийным инструктором. Там же, в Томске. Много ездит по области, практически не учится, и забегая вперед, вообще он это обучение бросит свое, он так и не закончит институт. В мае, после очередной командировки в Томске, он читает заметку в газете «Знамя революции» о том, что в Якутске проходит так называемая правоэсеровская авантюра. Он узнает, что в феврале в Якутске областной совет сверг Совет рабочих и солдатских депутатов, и Центросибирь, это такой штаб всех революционеров по ту сторону Уральского хребта, собирается отправить военизированный отряд. Он, конечно же, немедленно просится домой, и на удивление ему разрешают, он выезжает. Очень быстро он приезжает в Иркутск, приходит в штаб Центра Сибири и просит, оказать ему содействие, добраться до Якутска. Ему это содействие не то, что не оказывают, ему идут вообще категорически навстречу. Он сам какой-то инструктор приехал, прокачанный идеями, и назначают его руководителем специальной комиссии и отправляют его перед этим военизированным отрядом с той миссией, чтобы не пролилась кровь. Он должен был в качестве переговорщика прийти туда, в Якутск, и постараться убедить сложить оружие, передать власть советам, что называется. Главная миссия была, чтобы не пролилась кровь. Вместе с ледоходом по Лени в июне Юнский прибывает в Якутск, где после небольшого все-таки вооруженного сопротивления власть была вновь у большевиков. Платон Алексеевич сразу же возглавляет эту комиссию по рассмотрению дел задержанных эсеров, но и спустя 2-3 дня буквально почти всех освобождают.
Вообще есть мнение, что если бы вот Аюнский тогда не приехал, скорее всего, участь вот этих всех тех людей, которые вот занимались, ну что, как это назвать, но это не коллаборационизм, но вот, ну, переняли власть, да, отняли власть у большевиков, вот всех их однозначно ждал расстрел. Вот. Есть такая история. Солдаты поймали некоего Тита Иванова, которого выпустил Аюнский. Те, значит, солдаты привели его вновь под ружьем и потребовали объяснения от Аюнского. Какого черта ты, Платон Алексеевич, значит, выпустил этого бандита, который захватил здесь власть в Якутске? Что ты себе позволяешь вообще? Ага, ну, начали на него откровенно давить. На что, значит, Аюнский им очень командным голосом, поставленным голосом сказал: вы, это, солдатики, сами-то ничего не попутали, у меня так-то тоже ствол есть. Достал свой именной Смит & Вессон, вот, сказал, что это было не мое решение, я не единолично его принимал, у нас здесь целая комиссия, что вы от меня хотите? Если хотите постреляться, ну давайте выйдем, постреляемся. У меня, я вас не боюсь, давайте решим этот вопрос. Ну, в общем, на том и расстались, солдаты не стали усугублять ситуацию, этого Тита Иванова отпустили, ну и, соответственно, вопрос был закрыт. Вообще, надо сказать, что Аюнский спас много якутов от режима. Десятки и сотни жизней конфедералистов, белоповстанцев были вот спасены благодаря ему. Он лично подписывал документы, по которым потом все эти люди были амнистированы. Примерно в это же время в Западную Якутию проникает белогвардейский отряд под командованием Гордеева. Витим, Мухтуя, это современный Ленск, и Алекминск, город Алекминск, пали сразу. Одновременно подполье в Якутске начинает свою кампанию, и 5 августа 1918 года были арестованы и частично казнены порядка 200 советских партийных работников. 22 августа отряд Гордеева берет Якутск. В сентябре подавляющее большинство партработников в сентябре 1918 года было арестовано и отправлено в ссылку. Среди них, конечно же, оказывается и Платон Алексеевич Аюнский. И снова судьба сводит его с Томской губернией. Он вновь попадает в Томскую область. Он отбывает ссылку в татарском селении Казанка. Ну и чем-то же ему жить надо. Он становится сельским учителем. В соседней деревне Новокусковске отбывает ссылку и Максим Амосов. Впрочем, он там долго не задерживается, он сбегает в Москву, и так сложились обстоятельства, там находится Ярославский, он сбегает к нему. Платон Алексеевич тоже не сидит сложа руки, он всей душой за революцию, за идеи революции, и, соответственно, он ведет такую удаленную агитационную кампанию, пропагандистскую кампанию. Он создает волостной ревком, ведет такую подрывную работу. Рассказывал крестьянам, что помимо чехословаков и белогвардейцев русскую землю уже топчут японцы, там 150-тысячная армия уже топчет по Дальнему Востоку, значит, и там всякие другие иностранцы, китайцы, которые потом захватят все наши земли, и потом начнется геноцид. В общем, надо во что бы то ни стало вернуть власть Совета. Надо сказать, что когда в Казанку придет белогвардейский отряд, Аюнского едва не расстреляли. Все обстоятельства рассказывать не буду. Скажу лишь, что здесь ему снова помогла его ораторское искусство, искусство дипломатии. Он просто сумел договориться. Вообще за ораторские способности Аюнского говорилось и говорится много на немногочисленных эссехах, да, вот, которые проводились здесь, в Якутии. Эссех — это такой национальный праздник у нас по типу Сабантуя татарского. Вот. Он всегда выступал с пламенными речами,
Вот на сегодняшний день, насколько я знаю, сохранились как минимум 4 трибуны, с которых выступал Платон Алексеевич. Все они бережно хранятся вот в Намском, например, в Улусе, в Усть-Салданском. Местное население старается сохранить трибуны. Отбывая ссылку в Томской области, он приступает к написанию одного из самых больших своих трудов, драматической поэмы «Красный шаман» Кагылаюн. Речь, напомню, идет 18-й год, а закончит он ее лишь в 1925 году. Вообще, надо сказать, что в 30-е годы, значительно позже, да, «Красный шаман» вызвал много споров. Аюнского обвиняли в мистицизме, символизме, уходу от действительности и во многом другом. Потом, конечно же, когда Платон Алексеевич будет арестован, будет посажен в тюрьму, ему эту поэму тоже припомнят. И вообще потом все эти книги будут изъяты и уничтожены. Ну вот, кстати сказать, мой дед Петр Васильевич Толстяков, первый режиссер Народного театра, Черкесского народного театра, он ставил эту пьесу по «Красному шаману», делал спектакли, и все они были очень тепло встречены, имел колоссальный успех. Ладно, отвлеклись немножко. Еще одно великое произведение Платона Алексеевича – это монументальное сказание «Нюргун Буатур стремительный», Джолурьер Нюргун Буатур. Вы можете себе представить, 36 тысяч стихотворных строк содержит это монументальное издание. Он, конечно же, его написал уже в гораздо более зрелом возрасте. Вот. И вообще, благодаря вот этому произведению, героический эпос народов Саха-Олонхо, он теперь находится под охраной ЮНЕСКО, является шедевром нематериального культурного наследия. В 1919 году армия Колчака терпит поражение. Сам адмирал и самопровозглашенный правитель, вы знаете прекрасно, был расстрелян и утоплен в проруби. Но в Харбине ждет своего часа молодой генерал Пепеляев. Опять же, возвращаясь к нашей истории об обороне Сагылсагы, посмотрите этот ролик, он есть на нашем канале. В 2020 году Максим Амосов постановлением Сибирского ревкома назначается председателем в Якутске, начинает подтягивать своих соратников потихонечку. 4 июня 1920 года Аюнский возвращается на родину и почти сразу едет в Амгу разбираться с делом Романа Аросина. Я напомню, что он был конфедералистом, да, сепаратистом. Он и его подельники, значит, пока Аюнский отбывал ссылку в Томской области, пытался, значит, отделиться от России, он там подрывал всячески наш строй государственный, он предлагал создать государство, Якутия, отдельное государство, даже не союзное, вот, задружиться, заколабиться с японцами, в общем, такой вот, чистой воды сепаратизм, вот, и, собственно говоря, Аюнский едет в Амгу туда вот разбираться с этим делом. Конечно, само дело было раскрыто на раз-два, и вот расхлебывать это дело назначили Аюнского. Надо сказать, что Платон Алексеевич был лично знаком, повторюсь, с Аросиным, знал его хорошо, уважал его за определенные убеждения, скажем, да, или определенные поступки. Вот. И, конечно же, это обстоятельство имело тоже значение при принятии решения. В результате из 177 арестованных по этому делу 62 человека было освобождено. Это, конечно же, было решение не самого Аюнского, конечно же, он опять это делал в составе комиссии, но авторитет Аюнского здесь был очевиден, поэтому 62 человека спаслись в результате этого переворота, да, несостоявшегося переворота. Конечно же, вообще вот столь мало
наказанных людей было, да, и это было расценено как самоуправство со стороны, значит, Платона Алексеевича, и вообще они расценивали как это превышение должностных полномочий. Аюнского снимают со всех должностей, исключают из партии, а самого его отправляют под суд в город Омск. В это время на его удачу в Омске Сиббюро возглавляет Емельян Ярославский. Очень много Ярославского в нашей истории, но вот такая вот судьба. Он быстро ознакомился с делом, попросил подготовить доклад Исидора Барахова, близкий соратник самого Платона Алексеевича, значит, и выступил с этим докладом на бюро. Бюро тогда сняло все обвинения с Аюнского, более того, вводит его депутатом, вводит его делегатом третьего съезда Сибирского отделения партии и отправляет на конференцию в Москву с правом совещательного голоса. Представляете, ехал он, значит, на судилище, а его делают делегатом съезда. Очень круто. Такой поворот, ну, посмотрите, тут самый фартовый такого никогда не встречает. Вот так вот. Более того, Аюнский еще и получает должность председателя управления межнацотношений. Это позволило ему впоследствии реабилитировать ту самую организацию Саха-Аймах, которая потом была переименована в Саха-Амок, а чуть позже, значит, остановить присоединение Якутии к Иркутской области. Вообще было, вот пока он, значит, находился в Якутии, пока он ездил, разбирался с Аросиным и его мятежом, вот Сибревком попытался, значит, Якутию присоединить к Иркутской области. Вот, на самом деле Аюнскому удается довольно легко, остановил он этот процесс. Более того, он берет на работу в Сибнац уже тех самых Аросина и Ксенофонтова. Никифорова берет другой отдел. Никифоров вообще тоже по гроб жизни обязан, можно сказать, Платону Алексеевичу, что вот он спас его, да. Новгородова и Придесникова он отправляет, это молодые такие амбициозные ребята, он, значит, отправляет учиться, руководствуясь тем, что на родине, в общем, там не дадут ни работать, ни учиться, ничего делать не дадут. Вообще Новгородов это же автор букваря якутского. Да, и вообще это решение потом позволит, во-первых, открыть первую якутскую типографию, во-вторых, во всех центральных типографиях, московской, санкт-петербургской, по-моему, в читинской типографии появляется якутский шрифт. Это позволяет что? Это позволяет печатать книги. Учебники, прежде всего, да. И вот, собственно говоря, появляются первые учебники, собственно, это способствует повышению грамотности населения, да. Но самое главное, благодаря этим событиям начинает культивироваться вопрос об автономии Якутии. Налей мне, пожалуйста, водички. Спасибо. В феврале 1921 года Барахов, Ефимов, Аросин, Плис и Аюнский направляют большую телеграмму в якутский ревком и якутское бюро ВКПБ. В этой телеграмме они поднимают вопрос якутской автономии. Одновременно Аюнский и Барахов выезжают в Москву для участия в 10-м съезде РКПБ. Обсуждают вопросы автономии в поезде, пока едут. Ну и на самом съезде их аргументы были подтверждены речами самого товарища Ленина. Выступление Ленина их очень впечатлило, можно сказать, да, раззадорило. И они продолжают писать письма, готовят проект документа вот, об автономии и отсылают все это в ФИП-бюро. Однако Якутское бюро дает скептическую такую резолюцию на проект в целом, указывает, что среди авторов документа есть бывший сепаратист, ну и вообще там фу-фу-фу, там
такие-сякие, нам не нравятся. Сам Аюнский, конечно же, парирует на это решением 10-го съезда партии, на котором выступал Ленин. А Якутский акцентирует внимание... Так, Сам Аюнский парирует, значит, на это решением 10-го съезда, на котором выступал Ленин, акцентирует внимание на том, что осужденные сепаратисты были амнистированы, ну, соответственно, нельзя их потом в чем-то упрекать, да, и обвиняет вообще Якутское бюро в слабости взглядов. Якутский Ревком он охарактеризовал как безумный аппарат, который расстреливает якутов-автономистов. Конечно, случился скандал вселенского масштаба. В конечном итоге решили голосовать. Голоса тогда разделились 2 за, 2 против. Ну и, соответственно, поскольку консенсуса нет, вопрос уходит в Москву. К счастью, в это время в Москве находится Максим Амосов. Он работает в наркомнате и ставит положительную резолюцию, и, соответственно, жирную точку позже в этом вопросе ставит сам его председатель наркомната, товарищ Иосиф Сталин. Поручить якутскому отделу подготовить проект о якутской автономии, послать представителя наркомната в Сибревком для обследования работ СИП-отдела и выяснения причин замедления с решением вопросов, касающихся автономии якутов и бурят, наметить для этой цели кандидатуру товарища Аржакова, поручив ему получить соответствующие указания от товарища Сталина. Аржаков, конечно же, сразу же порадовал своих соратников, и работа, что называется, закипела, да? Очень скоро была создана якутская секция, которая взялась за разработку Конституции. Аюнский сперва отказывался возглавить эту работу, но потом согласился и окунулся, что называется, с головой. В Декларации прав и обязанностей трудящихся Якутской социалистической Советской Республики он даже указывает границы. Образовать ЕССР как часть РСФСР и включить в ее состав Якутскую губернию, Охотский уезд бывший Приморской области, Камчатскую область, Алекминско-Сунтарскую волость Киринского уезда Иркутской губернии со включением патомских якутов с занимаемой им территорией. Конечно, эта история не прокатила, что называется, в Москве были против, более того, авторов вызвали в Москву, выехал туда Чуцкаев, Амосов и Новгородов, Аюнского почему-то не взяли. Между тем, Аюнский уже председатель Якутского ревкома. В это время с тюрьмы сбегают белобандиты Толстоухов и Коробейников. Вы помните из того же самого выпуска. По пути в Нилькан они, значит, грабят баржи на реке Алдан. Собирают отряд в 200 человек. Параллельно отряд Бочкарева берет Охотск. Вы тоже это помните из выпусков про Тунгусское восстание. Аюнский параллельно с тем, что решает эту проблему, да, вот белобандитского движения, проводит в Якутске первый съезд Якутского ревкома, на котором рассматривается принципиальный вопрос. Вопрос состоял в том, как будет называться, значит, якутская автономия, Якутская область или все-таки республика. Потому что изначально, когда письмо в Москву отправляли, товарищ Сталин именно на этом зациклился. Говорит, что у вас здесь написано? Вы определитесь, либо область, либо республика. Ну и, соответственно, Максим Кирович Амосов там заминжевался, видимо, и Сталин ему конкретно сказал, ну, если ты сейчас не можешь принять решение, значит, собирайте съезд у себя там в Якутии и решайте. Как съезд постановить, так оно и будет. Вот. Ну и вообще надо сказать, что местные якутские элиты почему-то очень боялись слова «республика» и всячески этому сопротивлялись. В итоге этот съезд, который состоялся, принимает резолюцию именно о республике. И эта резолюция потом очень скоро попадет на стол Сталину. Тот, как известно, решение съезда поддержал. И 17 января 1922 года проект якутской автономии был рассмотрен на коллегии Наркомнатса. 13 марта рассмотрение было завершено и направлено во ВЦИК. И вот 27 апреля 1922 года товарищ Калинин подписывает постановление об автономии Якутской АССР.
Еще несколько знаменательных дат из жизни Платона Алексеевича надо отметить. В том же 1922 году он становится председателем Совнаркома, в 1923 году председателем Центрального исполнительного комитета Якутской ССР. В период с 28 по 31 годы был наркомом здравоохранения и просвещения. В 1935 году по его инициативе был создан научно-исследовательский институт языка и культуры при СНК Якутской ССР, где, кстати, он был первым директором. В этом же году, в 1935-м, он защитил в Институте национальности диссертацию на степень кандидата лингвистических наук, был членом правления Союза писателей СССР и был был депутатом первого Верховного Совета, Верховного Совета первого созыва. И теперь, собственно говоря, завершая историю о грустной ее части, 3 февраля 1938 года Платон Алексеевич Аюнский был арестован органами НКВД в Иркутске. Вот он как раз возвращался с первой сессии Верховного Совета СССР. И вот по надуманному обвинению ему инкриминировали руководство буржуазно-националистической контрреволюционной организации. Вот он был арестован. 4 февраля, на следующий день буквально, его этапировали в Москву, он находился под следствием в Бытырской тюрьме, почти год он там просидел. 31 января 1939 года Аюнский был этапирован в Якутск, но он, собственно, уже понимал о том, что живым ему из тюрьмы не выйти, и он написал прошение о том, чтобы его перенаправили в Якутск. Это, значит, прошение было удовлетворено. Вот в Якутске он, будучи арестантом якутской тюрьмы, он становится фигурантом так называемого центрального дела партэлиты Якутской ССР. Да? Там очень много в то время под жернова вот этих репрессий попало. Вообще, как так получилось, я не понимаю. На самом деле с Ежовым Аюнский был, близко знаком, ручкался, что называется, да. Может быть, не дружили, но в хороших приятельских отношениях находились. Не знаю, было ли это прямое указание кого-то из вышестоящих, но, тем не менее, под репрессии-то он попал, да. Под давлением, конечно же, НКВДшников он себя признал виновным. Несколько раз отказывался потом от этих показаний, объявлял голодовку, но это ему не помогло. Платон Алексеевич умер в якутской тюрьме 31 октября 1939 года. Был реабилитирован лишь в 1955 году, 15 октября, полностью реабилитирован, но для него это, конечно, уже значения не имело. Еще несколько слов в завершении выпуска. Конечно же, хочется сказать о личной жизни Платона Алексеевича. Аюнский был женат трижды. Первая жена, Фёкла Алексеевна Сокольникова, вышла замуж за Платона Алексеевича в 1920 году. Спустя 3 года, в 1923 году, она умрет от туберкулеза, буквально у него на руках. Платон Алексеевич очень пытался ее спасти, повез ее в Москву на поезде. И вот где-то под Красноярском, в вагоне поезда, она умирает у него на руках буквально, и, соответственно, он очень сильно горевал по этому поводу. Вообще, это была, пожалуй, одна из, первая любовь, да, и самая важная, наверное, в его жизни. Вообще, надо сказать, что пожили-то они по-человечески совсем мало, да, потому что, возвращаясь к нашей истории, в 2020 году он прибывает в Якутск, сразу же попадает под, жернова
репрессий, едет в Омск, потом очередные командировки, там совещания и так далее. Видит он жену крайне редко, но любит-то он ее всем сердцем. И, конечно же, когда ее не стало, он очень сильно горевал. К сожалению, он привезти тело не смог на родину, похоронил где-то там на очередном полустанке, где-то рядом с Красноярском. Такая вот судьба. Второй раз Платон Алексеевич женится в 1926 году на Татьяне Дмитриевне Александровой. В результате брака рождается ребенок, но, к сожалению, практически сразу же скоропостижно умирает. Сама Татьяна Дмитриевна тоже умрет от туберкулеза в 1930 году. Этот брак продлится 4 года. Третьей супругой становится овдовевшая Акулина Николаевна Борисова, Йокюлин из Чурапчи. У нее от первого брака уже была дочь, ее звали Мария Алексеевна. Потом, на самом деле, Акулина Николаевна родит Платону Алексеевичу еще 4 детей, но выживут только 2. Саглана Платоновна и Сардана Платоновна. Ну вот, первая всю жизнь проработает в отрасли связи, а Сардана Платоновна посвятит всю свою жизнь, как ее отец, филологии. Получит степень кандидата наук, ну и потом, конечно же, будет много писать о жизни и деятельности своего отца, Платона Алексеевича. В 2007 году, кажется, ее не стало, вот, но великое наследие она оставила, как ее отец. Вот, ну и вообще, подводя итог вот именно семейной жизни, еще раз подчеркну, что всех своих жен Платон Алексеевич искренне любил, посвящал им стихи, нежно оберегал их. Ну вот такая вот судьба непростая. Еще один малоизвестный факт в заключение про то, почему его назвали Платон. На самом деле его назвали в честь деда родного дяди Нестора Платоновича Слепцова. Был Платон Слепцов такой. Сам вот этот вот Нестор Платонович Слепцов, он был такой зажиточный якут, был улусным головой, который вот на эксплуатации труда своих сородичей сказочно разбогател, да? Вот отмечается историками, что на пике у него было 700 голов крупного рогатого скота. 700 голов – это целое состояние, можно сказать, да? Платон Алексеевич своими глазами видел вот гнет своего дяди, видел всю несправедливость по отношению к своим сородичам, которая исходила от своего дяди, да. Ну вот и благодаря вот этим вот наблюдениям так его характер-то по сути и закалялся. Однажды, как рассказывал в своих воспоминаниях упомянутый ранее первый учитель Платона Алексеевича Сергей Иванович Прокопьев, они с учениками весной строили плотину на реке Татта. Загородили реку, чтобы, заводь была большая на Аласах. Когда вода растекается на Аласы, ну, соответственно, потом хорошо растет трава. Такую вот большую, хорошую такую запруду они устроили. И вот, когда трава хорошо выросла, такие хорошие сенокосные угодья возникли, об этом узнал, Нестор Платонович и очень сильно разозлился тогда. И вместе со священником Силиным заставил людей эту плотину разрушить. Вот. Тогда юный Платон, как взрослый, прям как человек ответственный, поспорил с попом, с тем самым Силиным, да, не побоялся его, был таким смелым мальчуганом, это вспоминал сам Прокопьев, учитель. Вот. И, можно сказать, что вот он с малых лет начал заступаться за слабых, за обездоленных, скажем так, да. Ну и вообще надо сказать, что справедливости ради, Нестор Платонович плохо кончил. Он позже, примкнул вот этим вот к ксенофонтовщине, да, повстанцам якутским. Вскоре был отправлен на Беломор-канал, а потом умрет в ссылке в Перми. Его детей, двоюродных братьев Платона, которых на самом деле, в отличие от их отца, Платон очень любил, по-братски любил, да, их тоже убьют за участие в белом движении и помощи пепеляевцам.
Вот такой сегодня у нас получился выпуск. Я надеюсь, что он вам понравился, он был для вас интересен. Я очень хочу попросить вас, чтобы вы подписывались на наш канал, ставили колокольчик. Конечно же, мы нашей командой поздравляем вас, если вы смотрите нас из Якутии, если вы якутяне. Поздравляем вас с Днем Республики, с Днем Автономии Республики, да, и, конечно, желаем вам всего самого хорошего. Мы с вами обязательно увидимся очень скоро. Всего доброго, до скорых встреч.